Ассаламу алейкум. Это опять я, опять с телефоном. Приветствую всех с прошедшим праздником мусульман. У меня тема одна, это Украина. Мы на Украине, на Луганске. И в целом Донбассе, так скажем, показываем хорошие результаты. Вчера уничтожена большая колонна, уничтожено очень много этих азовцев, нациков. И сегодня целый день по Попасному тоже были хорошие результаты. Потихоньку очищаем Донецк, Луганск, так скажем. Но у меня не это главное. Главное, мое мнение, надо начать второй этап и конкретно начать провести специальную операцию не только на территории Луганска и Донецка, а по всей территории Украины. Почему? Потому что все мировые государства, которые имеют на вооружении самое лучшее оружие, по их словам, и военных, они обеспечивают Украину нагло. И эти оружия уже продают по рукам местным жителям. Это уже, скажем, мировой хаос, беспредел. Поэтому, чтобы это не длилось, чтобы поставить точку, надо начать второй этап и зайти в остальные города: Харьков, Киев, Херсон, не знаю, все города полностью, поставить туда власть, которая будет управлять своим народом, государством, и дальше продолжить вести диалог со всеми остальными государствами, которые хотят с нами те или иные отношения. Хотят они санкции, будем воевать против санкций. Хотят они войну, будем воевать. Итак, мы умеем воевать лучше, чем все остальные. Мы это и доказали им всем. Там в Мариуполе и других местах воюют самые обученные и самое современное оружие там. Мы нападали в меньшинстве, а на самом деле мы должны были больше, 6%, бизнес 6 раз, а все равно мы нападали, и мы показали, на что мы способны. Мы не воюем ради того, чтобы убивать, мы воюем ради того, чтобы не убивали, ради того, чтобы на мировом сообществе не было беспредела, наркомании, торговля оружием, случайные попадания ракет. Я, как воин, прошу руководство государства принять такое решение, и чем быстрее, тем лучше, говорят те воины, которые на полях воюют. Мы готовы выполнить любую поставленную задачу любой точки мира, беспрекословно. Владимир Ильич, ждем приказа, товарищ Верховный Главнокомандующий, ваша пехота готова на все 100%. Так что, а вы, украинцы, думайте, как бы, чтобы этого не было, чтобы не убивали, чтобы не разрушали. И это в ваших руках. Вы должны быть хозяева своего государства, своего народа. Как в свое время взял Ахмад Хаджи в свои руки
управления чеченского народа и республики с доверием президента Путина. Поэтому у вас есть большой шанс спасти ваше государство или республику и народ. А тогда мы вдвойне счастливы будем. А так, нацики, бандеровцы и те шайтаны, которые говорят, что Миша Мансуровский и Дудаевский, да, вы не войны, вы хуже, чем женщины, да, вы бегаете, да, очень быстро, да, за вами не угнаться, да, лучше воюете, да, и обращаюсь к командиру, там, Азова, там, который находится в бункере, да, Азовсталь, да, не стыдно тебе держать больных женщин, стариков, да, выйди, да, на поле, давай, да, покажи себя, да, закончим раз и навсегда, да, вот как ты, да, после этого себя представляешь, да, я тебе говорю официально, да, ты не воин, ты не мужчина, ты лох конченый. Если ты не был бы таким, ты и так не поступил бы, да. Чтобы ребенок вот не заплакал, я все сделал бы, да. Вот элементарно, чтобы не заплакал ребенок. А ты заставляешь страдать сотни людей. У тебя в одном бункере 170 раненых человек. У тебя в другом бункере, да, то же самое, да, больше 150, да, мирных жителей. А ты спокойно там тянешь время, тебе никто не поможет. Да. Если не приказ президента, то мы давно зашли бы и уничтожили бы вас. У нас была, да, стратегия, все, готовы были люди зайти. Но президент из-за того, что там мирные жители, да, он отменил нам. И мы подчинились. Так что второго раза не будет. Используй, да, шанс. Аллаху Акбар, Ахмад, сила.